Коллеги и друзья вспоминают выдающегося ученого, одного из лидеров национально-освободительного движения абхазского народа Юрия Воронова. Юрий Николаевич известен не только как ученый, но и общественно-политический деятель, отстаивавший интересы Абхазии. Публицист – еще одна ипостась талантливой натуры Юрия Воронова. Он постоянно выступал на страницах российской печати, участвовал в круглых столах, телевизионных передачах, посвященных абхазской проблематике. Одной из красноречивых иллюстраций вышеупомянутых интеллектуальных качеств ученого является, в частности, брошюра «Боль моя Абхазия», в которую вошли его статьи, документы, интервью и другие публицистические произведения. Масштабы личности Воронова, роль, которую он сыграл в жизни Абхазии, в развитии ее науки, культуры и общественной мысли сложно переоценить, отмечали в своих докладах участники встречи. Он умел как-то информировать мировое сообщество о причинах, истоках этого конфликта и к чему это все привело. И мне кажется, то, что он делал, очень жаль, что его так рано не стало, потому что он бы и сейчас продолжал этим заниматься, а у нас как-то мы мало этим занимаемся. Я считаю, что надо обязательно продолжить работу в этом направлении, потому что это для нас очень важно, для того, чтобы все-таки мы стали более таким признанным государством. Юрий Воронов неоднократно принимал участие в переговорах на разных уровнях. В их числе знаменитые сентябрьские переговоры в Москве 1992 года, в ходе которых состоялась встреча Владислава Ардзенба, Бориса Ельцина и Эдуарда Шеварднадзе. Российское руководство наконец начинает понимать свои геополитические задачи и возможности, необходимость своего пребывания все-таки в этой зоне. Потому что чем больше они занимаются поддержкой этого грузинского режима Шеварднадзе, тем в большей мере они укрепляют позиции антироссийских сил в Закавказье. Где бы ни был Юрий Николаевич, он всегда стремился донести людям правду об Абхазии, свидетельствуют его современники. Мне часто приходилось с ним сталкиваться. Мы работали в правительстве вместе, были вместе в парламенте. Здесь много наших коллег. Хорошо помню этого. Это удивительный человек был. Удивительной работоспособности. Неоднократно мы ездили с ним в Москву на встречи в Государственной Думе, в Совете Федерации, с различными организациями, руководителями различных общественных организаций встречались. Конечно, не всегда находили понимание, но Юрий Николаевич был настолько непререкаем в тех вещах, о которых говорилось, что возражать ему было очень сложно. Это было видно, он настоящий бойцовский характер проявлял на этих встречах. В 1991 году Воронов был избран депутатом Верховного Совета Абхазии, того самого золотого парламента. После окончания войны он был назначен вице-премьером правительства республики. В тяжелых послевоенных условиях Юрий Николаевич работал для консолидации населения. Много говорил и писал о том, что после войны следует пройти не менее сложное испытание миром. Юрий Николаевич играл ключевую роль. Он достойно представлял Абхазию в России. Он достойно представлял Россию в Абхазии. К великому сожалению, после него образовался у нас вакуум. Это не в обиду русских, которые живут здесь, и не в обиду абхазов, которые присутствуют здесь, а этот вакуум остается таковым. Он это великолепно, на самом деле, умел и это делал. Ему там верили, ему мы тоже здесь верили. Да, это очень для нас судьбоносная была роль. И для России тоже. Юрий Воронов был убит в сентябре 1995 года в своей квартире в Сухуми. Он посмертно награжден высшей государственной наградой Ахтзапша первой степени. Я могу сказать, что это был просто надежный человек. Надежный человек и в науке, надежный человек и в политике, надежный человек и в дружбе. Я очень много связывал с этим человеком, и много надежд был. Я сегодня, если бы он был жив,
если не этот трагический конец его, он продолжил бы, я абсолютно уверен, ту работу, которая сегодня абсолютно не ведется. «Кавказ» – это название заставляет биться мое сердце, писал Юрий Воронов еще в 1958 году. Народ Абхазии с благодарностью вспоминает замечательного ученого, борца за свободу Абхазии и бережно относится к его бесценному научному наследию. Эсма Голанзе, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.